Всем привет! Сегодня с вами Астарта Сантиатара. Давно не выкладывала видео, потому что заболела. Сейчас слышите, наверное, по голосу, что все равно голос нездоровый. Так что сразу прошу прощения за какие-то неполадки. И многие говорят, что очень тихо. Увы, я снимаю на телефон. Максимальный звук, который из него можно вытянуть, я вытянула. Снимаю вместе с микрофоном. Все равно тихо, многие жалуются. Ну, вот все, что могла, все сделала. Пока так. Дальше будет видно, попытаюсь что-то исправить, может быть, найти новое оборудование, но пока никак. Итак, повторяю, сегодня с вами Астарта Сантиатара. Мы делаем с вами расклад на короля на неделю с 9 сентября по 15 сентября. Перед вами, как обычно, 3 короля: бубновый, трефовый, червовый, циферка 1, 2 или 3. Выбирайте свой вариант, сосредоточьтесь. А если не хватило времени, поставьте видео на паузу и делайте свой выбор. А я трактую для варианта номер 1. И, дорогие единички, заходит ваш король бубновый в период с какими-то своими хлопотами, какими-то эмоциональными переживаниями за какой-то его нечаянный интерес. Что-то он получил, что-то его очень сильно интересует, и никак он не может успокоиться. И переживает, и сам с собой это обсуждает, анализирует, думает, что делать, как поступить и так далее. И с каким-то казенным домом, бумагами в казенном доме и какими-то переговорами, разговорами деловыми в этом казенном доме. Вот такой вот он деловой, весь в своих делах и заходит в период. Смотрим дальше. Итак, дорогие единички, и смотрим дальше вашего бубнового короля. И партнером я выбрала ему даму трефовую. Итак, смотрите, на сердце у него какие-то большие крупные разговоры, может быть, ссоры, скандалы, и под сердцем это может быть какая-то и дама, такая, которая приносит ему неприятности, и может быть злость, и может быть какие-то еще, если рядом с ним есть какая-то некая дама, которая практикует, то может быть это и практик. Может быть, он посещает некого практика или пользуется услугами некого практика, или консультируется с неким практиком. В общем, мог быть с ней какой-то крупный большой разговор. Далее, в голове у него в ранней дороге была некая дама червовая. Кто это, решать вам, я не знаю. Может быть, родственница, подруга, коллега по работе, может быть, сестра, может быть, если вы знаете наверняка, то это может быть и любовница. Но это нужно знать наверняка. Здесь, смотрите, в ранней дороге у него был, возможно, с ней разговор, или будет разговор с ней в поздней дороге, или будет с ней какой-то контакт, какое-то общение в поздней дороге, либо он в конце недели, вот в поздней дороге, может быть, у него будут какие-то контакты, переговоры с этой дамой червовой. Либо эта дама червовая, его знакомая сестра, мама, подруга, бабушка. Может быть, она уехала сейчас от него далеко. И в голове он ее содержит, ее дороги, ее поездки. И вот-вот она уехала, приехала. Скорее всего, просто уехала, либо приедет, но уже к концу недели. В ногах у него интерес червовой этой самой дамы и разговор с ней. И разговор был за его интерес. Либо у него был с ней разговор за их совместный интерес. И также у него в ногах, возможно, либо какие-то важные бумаги, либо это получение какой-то крупной суммы денег. Что было? Было у него
в ранней дороге свидание с этой дамой Червовой через его хлопоты. Вот он за это свидание, за эту встречу он сам хлопотал. И также, смотрите, прошу прощения, не он сам хлопотал, а вы его партнер, да, через ваши хлопоты были в ранней дороге, видимо, свидание с этой дамой Червовой. Вот, скорее всего, здесь это какая-то некая родственница, потому что вы хлопотали, и у него это и выпало, что через ваши хлопоты было свидание с этой Червовой дамой. Также в ранней дороге у него был разговор с вами, и какой-то в ранней дороге также он получил нечаянный интерес от казенного короля. В будущем, что его ждет? В будущем у него в каком-то казенном доме, какой-то казенный дом, и вот эта вот дама Червовая, либо этот самый король Червовый будут в этом казенном доме хлопотать. Возможно, это какие-то родственники, его родители, вот какие-то тети, дяди, которые будут хлопотать в казенном доме за него, либо по его просьбе и так далее и тому подобное. Далее вот выпали вы со своим интересом к нему. И также будут какие-то переживания за свои хлопоты у него. Что-то он будет делать, что-то будет хлопотать, и будет он сам за это переживать. И что, смотрите, самое главное у него на этой недельке. То, что должно его... Будет он переживать за это очень сильно. Смотрите, какие красивые карты. Выпали вы, ваша совместная любовь и свидание с вами. То есть вы на этой неделе для него важны. Вы на этой неделе у него на первом, на главном каком-то месте будете и стоять. С чем я вас и поздравляю. И смотрим далее. И смотрите, дорогие мои единички, короли бубновые, что у него, для него самое важное. А на этой неделе для него ваши любезности, какой-то некий казенный дом и, скорее всего, разговоры, переговоры в этом казенном доме с червой. Будь то король черва, либо дама черва, которую мы до этого видели. В доме у него его интерес, и будет он переживать за свой интерес, за свои хлопоты, и также в доме, скорее всего, он либо ждет, либо получит какие-то важные бумаги и, возможно, какую-то некую крупную сумму денег. На сердце у него вы, ваш интерес, разговор с вами, какой-то большой крупный интерес, и интерес к этому крупному большому разговору, либо в разговоре с вами он получит какие-то то, что его еще сильнее заинтересует. Какой-то нечаянный, крупный, большой интерес. Что было? Было в ранней дороге это самое свидание и хлопоты этой червовой пары. Но в данном случае мы видим здесь, что в конце концов он остается только с червовым королем. И, скорее всего, здесь вот в ранней дороге у него свидание и хлопоты этого червового короля. Что будет? А будет он переживать за себя и за свои какие-то интересы, за свои любезности, за то, что ему интересно, за то, что ему нравится, и будет какой-то некий казенный король. Далее, при пороге то, что вот-вот уже вот случится с ним. В ранней дороге, скорее всего, будет он обсуждать с этим казенным, прошу прощения, с червовым королем какую-то позднюю дорогу. Либо к концу недели он будет обсуждать какие-то свои переговоры, свои интересы, свои дела с этим казенным королем. Но, скорее всего, я здесь думаю, что просто здесь в ранней дороге будет он с казенным королем обсуждать позднюю дорогу. И успокаивается он вами, дорогие мои. Вы для него
как и было показано в предыдущей раскладке, важны. Он содержит вас на сердце, и на этой недельке без вас он никуда, с чем я вас и поздравляю. Будьте с ним рядом, с вашим мужчиной. Желаю вам всего самого хорошего, конечно, самое главное здоровье, не болейте. Последние теплые денечки, наслаждаемся солнцем, витамином В, так сказать, или D, правильно, витамин D. И желаю вам, конечно же, любви, счастья, здоровья, берегите себя, берегите своих близких, берегите, конечно, свои отношения и наслаждайтесь жизнью. До скорой встречи, а я перехожу к варианту номер 2. Итак, двоечки, ваш вариант и король трефовый. Итак, с чем он заходит в период, что для него важно сейчас? Какие-то новости он получит, либо какие-то бумаги ждет, либо он на этой неделе, вот, то есть неделя, которая проходит уже у нас, заканчивается, да, он получил какие-то новости, какие-то бумаги, и теперь он их пытается обдумать, проанализировать, в общем, они для него сейчас важны. Также есть переживания и какие-то злость и раздражение какое-то прям у него. Также есть некие такие бубновые хлопоты, но это тоже хлопоты какого-то делового характера. Кстати, партнером я к нему назначила, вас партнершей назначила дама бубновая. Здесь у нас мы видим даму червовую, и здесь на нее раздражение, злость на нее, и тут, скорее всего, он, может быть, ей кто-то сказал что-то о даме червовой плохое, либо он какие-то подозрения насчет нее есть. В общем, тут на нее злость, раздражение и сплетни. Вот кто такая дама червовая, я вам сказать не могу. Это может быть кто угодно. Мама, сестра, бабушка. Если вы точно знаете, что в ваших отношениях есть третий, да, то это может быть и она. Но это нужно знать наверняка. Вот. Если вы не знаете, то не нужно ничего придумывать. Здесь, скорее всего, здесь либо какая-то родственница, либо сестра, подруга, коллега по работе. Вот он и раздражается. Здесь мы видим сильную злость, раздражение. Здесь мы видим злость и переживания. И посмотрим, что у него будет дальше. Итак, двоечки и король трефовый для вас. На сердце у нашего трефового короля король червовый, либо чаяние и надежда червовой дамы, которую мы видели в предыдущей раскладке. И под сердцем он сам переживает он за себя. То есть за какие-то свои дела, за какие-то свои чаяния, за какие-то свои надежды, то, что, в общем, некий такой небольшой эгоизм. В голове у него раздражение и какие-то злость или сплетни какие-то он услышал, получил. И также в ранней дороге у него была, скорее всего, раздражение на дальнюю дорогу, либо на какие-то свои поездки, либо планы, которые он планировал на куда-то на дальнее будущее. В ногах у него, кстати, я партнером назначила к нему даму бубновую, и вот вы выпали. В ногах у него разговор и любовь с вами. Смотрите, какая 3 прекрасные карты. То есть он на данный момент это для него важно, это для него нужно, это ему сейчас необходимо, и он об этом думает, он какие-то строит планы, на что-то надеется. С вами. Что было в прошлом? В прошлом он переживал за ваши хлопоты и почему-то злился на ваши хлопоты. Чем-то вы ему не угодили. Итак, далее. Был какой-то крупный важный разговор, скорее всего, с червовой дамой через ее интерес. Здесь, потому что на сердце все-таки, мне кажется, это чаяние и надежды той червовой дамы, которую мы видели в предыдущей раскладке. Но и хочу сказать, что это может быть также и король червовый. Это мы увидим. Это вы сами
и знаете. Здесь вот, в общем-то, с неким героем червовой масти, будь то дама червовая, либо король червовый, наш значит, мужчина, которого мы смотрим, имел большой крупный разговор. Далее в прошлом были вы, и также свидание с этими червовыми героями нашими. Также, как еще здесь может проиграться? Здесь еще может быть и то, что вы вот обсуждали с ним этих наших червовых героев. Кто это, вы сами знаете. Будущее. А в будущем мы видим, значит, он, скорее всего, в ранней дороге получит от короля Бубнового какие-то новости, какие-то бумаги важные для него. Также здесь еще может быть, что в ранней дороге будете вы со своими чаяниями, со своими надеждами к нашему королю Трифовому. Далее также будет он что-то сам собой анализировать, думать, обсуждать, какой-то свой интерес будет продумывать, либо строить планы. И какой-то нечаянный, крупный, большой интерес он получит в разговоре с нашими червовыми героями. Либо королем червовым, либо дамой червовой. И самое важное для него на этой недельке, вот смотрите, также червовые герои никуда от него не уходят, также и остаются. И будет он в ранней дороге хлопотать за свидание с вами, либо в свидании с вами будет он что-то хлопотать, что-то какие-то, скорее всего, такие бытовые вещи, либо какие-то приятные вещи для вас будет наш герой делать. Далее смотрим. Итак, двоечки, последняя раскладка и для него. Для него он раздражение, почему-то злиться он будет на себя, на свои чаяния, на свои надежды, на свои какие-то хлопоты. Что в доме? А в доме у него важный какой-то разговор с вами. Но смотрите, будет, скорее всего, ссора, скандал. Здесь мы соломинку подстелили. Если вам это ни к чему, то стоит, наверное, как-то нивелировать его раздражение. Но вот он, ваш совместный разговор, и рядом мы видим какие-то какую-то злость и раздражение. Далее, на сердце у него вы, ваши чаяния и надежды в ранней дороге, и какие-то еще бумаги. То, что вот он, видимо, получит, и будет он это обдумывать, и будет он это анализировать. И также здесь у него на сердце ваши чаяния и надежды в ранней дороге. Что было? Были какой-то нечаянный интерес, он получил через ваши любезности и через ваши хлопоты. Что будет? Будете вы, и будет также встреча у него с королем червовым. И будет он за это как-то переживать. Ну, так как-то сильно ему это не дает покоя. Далее, при пороге, что вот что с ним случится. Произойдет у нашего короля Трифового. Вот у нашего героя, у варианта номер 2. Здесь какой-то нечаянный интерес. С интересом к нему, к нашему герою, идет король червовый. И будет у них какой-то большой, важный, крупный разговор. Скорее всего, за какое-то будущее. Либо к концу недели, через хлопоты и интересы этого червового короля, у них будет какой-то важный, крупный разговор. И успокаивается он ранней дорогой и свиданием с этим вот самым червовым королем. И кто же это у нас за червовые герои? Узнаем с вами к концу недели. И я желаю вам здоровья, желаю вам любви, желаю вам счастья. Будьте счастливы, берегите себя, берегите своих близких. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я перехожу к варианту номер 3. И третий вариант трактую для вас. И король червовый. Что для него важно сейчас? В ранней дороге были какие-то у него свидания, переговоры делового характера.
Далее был какой-то через его интерес, был какой-то большой крупный разговор, с кем мы здесь не видим, скорее всего, за будущее, за какие-то дальние перспективы, так будем говорить. И также он почему-то сильно-сильно злится на какие-то новости, либо на какие-то бумаги. В общем, весь в нервах, весь в переживаниях наш червовый король. И смотрим дальше. Итак, третий вариант и король червовый. На сердце у нашего короля червового какие-то деловые свидания, деловые переговоры, встречи. И под сердцем какая-то злость и раздражение, и, возможно, он какие-то новости, сплетни получил. И вот под сердцем он все это содержит и переживает. В голове у него в ранней дороге был у него большой разговор с королем Бубновым. И получил он в этом разговоре какой-то нечаянный интерес, либо какую-то очень важную информацию. Либо будет в ранней дороге у него нечаянный интерес к каким-то переговорам, к каким-то обсуждениям, к каким-то новостям. В ногах у него в сознании, в подсознании у него какие-то переживания и за дальнюю дорогу, либо дальнее будущее, какие-то он ведет переговоры, разговоры, скорее всего, с самим собой, что-то он тут планирует, что-то он здесь хочет получить, и все это он анализирует, все это он обдумывает, за все это он переживает, в общем, сам собой что-то он здесь это все муссирует. Что было? Был какой-то какие-то сильные переживания у него, какой-то он с каким-то большим интересом и хлопотами к вам. Вас я назначила к нему дамой трефовой. Далее еще в прошлом также были вы со своими хлопотами, и в ранней дороге был у него ваш интерес. В общем, в прошлом вы ваши совместные какие-то хлопоты по отношению друг к другу и совместный интерес. Тут, скорее всего, было что-то, какое-то приятное времяпрепровождение, и вы были друг к другу с любовью, с позитивом и настроены. Далее, что будет? Будет у него некий бубновый король, какие-то деловые, скорее всего, вопросы переговора и обсуждения будут у них. Далее также будет разговор с вами, и, скорее всего, здесь вы либо будете обсуждать интересы этого короля Бубнового, либо будет разговор с вами, и этот король Бубновый к нему со своим интересом. И также по десятке Бубнова можно сказать о получении каких-то важных бумаг и какой-то крупной суммы денег. И также будете вы к нему со своими любезностями и в свидании с нашим героем. В свидании с нашим героем будут ваши любезности. В общем, никуда вы на этой недельке от него не уходите. Содержит он вас с любовью у себя. Далее, то, что тоже это важные карты на этой недельке. Но здесь вот появляется некая дама червовая, но это, скорее всего, нашего героя просто отчаяние и надежда на что-то он там надеется, но все и переживает, но все это пусто. И также будет этот самый король Бубнова со своими любезностями к нашему герою, но будет это его раздражать и злить. Что-то этот король Бубнова ему на этой недельке, видимо, поперек горла встанет. Вот так, смотрим дальше. И последняя раскладка для нашего героя
короля червового, вариант номер 3. И для него в ранней дороге какой-то он получит нечаянный интерес за какие-то свои надежды, за свои какие-то хлопоты, за свои какие-то планы и так далее. На сердце у него любезности этого самого нашего бубнового короля, вот никуда он от него не уходит, но почему-то это его злит и раздражает. И все это, скорее всего, будет к концу недельки. Прошу прощения, это у него в доме. В доме, видимо, будут эти любезности короля бубнового в поздней дороге, и будет все это его раздражать. На сердце у него, конечно, вы и ваша любовь. Это, конечно, намного позитивнее, нежели я до этого сказала, и он к вам со своим интересом, и вы к нему с любовью. Короче, тише да гладь, Божья благодать у вас в отношениях, и это есть хорошо. Далее, в прошлом, в ранней дороге хлопотал он что-то за вас, либо был со своими хлопотами к вам. Что будет? Будете вы со своим интересом к нему, но почему-то это для него пусто, и он это будет за это все переживать. Не знаю, что тут с ним случится. Далее, при пороге, смотрите, при пороге у нас раздражение и злость на этого короля бубнового. Вот он на этой недельке, на будущее, не дает ему прохода, чем и раздражает. И, возможно, еще этот король бубновый в разговоре с нашим героем, с нашим королем червовым, вариант номер 3, какие-то сплетни ему расскажет, что будет у нашего героя, и раздражать. И успокаивается он с собой. Вот так вот. Вот такая была неделька для вас, вариант номер 3. И я желаю, конечно, вам здоровья. Желаю вам любви. Будьте счастливы. Берегите себя, берегите своих близких, берегите свои отношения. И до скорой встречи. И если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в моих видео. До свидания.